Салям бутырьяла, кадрлы достар. Грустной жопой радостно не пукнешь, поэтому мы сейчас будем готовить завтрак. Вот это вот тут выключатель, поэтому всегда так получается. Поэтому я сегодня вас научу готовить на завтрак овсяной блин. Итак, для овсяного блина нам понадобится молоко, овсяные хлопья, какие-нибудь там, какие вам нравятся, потом яйца. И потом еще нам понадобится сыр. У меня вот заплесневелый сыр. Вообще капец, очень сильно заплесневелый. Но мы плесень срежем и серединку используем. Ничего страшного. Ай, бля. 2 яйца. Это ппшный какой-то овсяной блин. Ну вот, все испачкали. Ну и что с ним? Ну, давай мы 3 положим. Мы же максималисты, бляха-муха. Вот так вот. Теперь этой тряпкой надо обязательно протереть как там его, молоко, потому что мы все тут испачкали. Так, солим. Очень, как хотите солить. Я много солю, потому что я люблю соль вообще, обожаю соль. Все вредное, все, что есть на этой земле вредное, то я и люблю. Наливаем молоко 3 столовые ложки. Вот 1 столовая ложка, 2 столовая ложка, 3 столовые ложка. Ну ладно, мы больше залили, ничего страшного. Добавляем овсяные хлопья. Вот только, знаете что? Единственное, вот это не знаю, сколько там добавлять надо. Ну ладно, мы на глаз как-нибудь уж добавим. Ай, вот столько добавим. И после того, как добавили овсяные хлопья, мы это оставляем на 5-7 минут, чтобы он немножко набух. Чуть не сказала забух. Что-то быстро сыр заплесневел вообще, блин. Ну жалко же выкидывать, что? Плесень убрал, да и все. Иностранцам провожал. Суп с котом. Я не знаю, сколько сыра надо, ну, короче, сколько вам нравится. Я все натеру, потому что его и так уже выкидывать надо, он заплесневел. Ну-ка, так-то нормально пахнет. Вы почему вчера ночевали в гостевом домике? Первый раз за год. Почему вы ночевали? Вы поругались с женой? Нет. А? Нет. Пили? Нет. Почему унесли с собой телевизор? Потому что дома не показывал. Почему дома не показывал, а там показывают, что ли? А? Что вы смотрели без жены, без детей, спрятавшись в гостевом домике? Что вы там смотрели? Ютуб. Что в Ютубе смотрели? Запрещенку? Там не запрещенки, там нельзя запрещенки, сам знаешь. Кино для взрослых смотрели? Нет. Без жены? Нет. А что вы там делали? Пили пиво? Нет. Алдашма. Он, короче, ночевал в этом гостевом домике и утащил мой телевизор, который в спальне. Зачем, непонятно. В эту массу чуть-чуть кладем сыра. Тут я очень много натерла, вам надо чуть-чуть положить. Но опять-таки я переборщила и вот так все смешиваем. Короче, какая-то бурда-мурда получилась. Я не знаю, что из этого выйдет. Сама впервые делаю, поэтому не знаю, что получится. Но что-то получится. Сковородку масла налила, подогрела. Очень густой у меня получился, видите, да, вот такой какой-то получился. Наверное, должен быть жидковатый. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Первый блин, как говорится, комом. Готовим это под крышкой. Так, друзья, смотрите, что здесь получается. Вот, смотрите, вот так вот выглядит. Ну, вроде нормально. Похоже, конечно, на яичницу. Сыром посыпаете. Ну, нормально вроде получается, доктор. Но вот на вкус не знаю. Вот так примерно должен получиться. Азалия! Вроде что-то получилось. Вот такой вот, друзья, завтрак получился. Смотрите, это настоящий шедевриальный шедевр.
Ой, это мне, да? Спасибо. Это папа тоже будет дегустировать. Что так смотришь? Что это? Овсяной блин. Овсяной? А? Овсяной блин? Да, из овсянки. Попробуй-ка. Давай-ка посмотрим, папа, попробуй. Первый пускай он пробует. Че? Че? Что, не нравится? Соленый. А, пересолила Маля. Да? Блин, вот сын. У меня, блин, ты же быстро видел. Ну, есть чуть-чуть, да. Но вот огурцы не соленые. Нормальная соля. С огурцами нормально. Ты что так смотришь? Так вкусно же. Папа говорит, пересолила. Ну да, я немножко солью переборщила, я люблю соль, конечно. Мне кажется, он из-за сыра такой, сыр засоленый. Или из-за сыра, да. Че как? Вкусно? Прикольно? Тут яйца, овсяные хлопья, 3 столовые ложки молока и все. И сыр. Ну, можно без сыра делать? Будешь? Давай я с тобой поделюсь своим. Нет, я не поела. А что ты смеешься? А что ты смеешься? Нет, скажи. Просто смеешься меня, я радостно просто. Что, овсяной блин, что ли, кушали? Поэтому радостно. Не радостно просто. Блин, не понравился, что ли? Нормально, обычный каша. Обычный каша? Какая каша. 4:30 утра, телефон звонит. Не хотел взять, потом звонит, заберу. Миляуша, хотим башки дома хозяйка слушать. Мы там еще офигели, мы там и выключил, и потом долбит, звонит, и звонит, уже звук отключил. Вот пьяная, видно, я сразу слышал, пьяная. Без зеркала. Да я пьяная, и молодая какая-то. Звонит, киски ткуни зарлен, позвоню, отругаю. Вот Хадр звонит. Толдым сертла. Как раз. Вот как раз инда долбить там звонит. Бессовестная. Немеке анда менің ирді таңғы 5 сертла уята хагыз. Никакой совести у вас нету! Офигевшие! Это вообще-то не в первый раз вот так вот, доктор. Когда артисты рассказывали, что это фанаты их вот так вот долбят. И в 2 часа ночи могут позвонить в пьяном виде, и в 3, и в 5 утра. Им, говорит, посрать, сколько времени. Напьются, говорит, откуда-то номер телефона, говорит, берут. И начинает, говорит, названивать, долбить, говорит. Прикиньте. Это вообще, говорит, капец, так раздражает, говорит, так обидно, говорит, становилось. Они, значит, празднуют, гуляют там, говорит, и начинают звонить. А мы, говорит, после концертов отдыхаем, говорит. И вот так вот в день несколько человек, говорит, телефон не останавливается. И когда они вот это рассказывали, я не могла поверить, да. И прикиньте, сейчас сама с этим столкнулась. Постоянно вот так вот звонят ночью. Я тебе сказала же, телефон выключай, почему не тауши не объектамай. Давай-ка позвони-ка. Давай-ка позвоним Михаилу. Сейчас Альберт будет звонить ей. Посмотрим. Возьмет Миган трубку. Альберт ведь взял трубку 4:30 утра. А вот возьмет ли она 8:30 утра трубку? Еще раз, давай, еще раз. А специально меня номер сохраню и буду долбить целый день. Да? Я целый день сейчас сохраню ее номер и буду постоянно набирать прямо. Пока она не проснется. Или пока меня в черный список не поставят. Мама-то, оказывается, мстительная. Ну нет, это нормально считаешь, что вот так вот звонить 4:30 утра в пьяном виде? Чего не берет? Давай еще звони. Ладно, мы сейчас Азалию в школу отвезем, и потом дальше будем долбить. Я что, ремонт такой могу? Не бит, асалмай бит. Всей семьей Азаляны Улатырга киттик. Альберт, Мин. Я вот в таком вот виде. Вот смотрите, офигеть, в таком виде поехала Азалию отвозить. А потому что без Альберта я боюсь отвозить. А Альберт бы сам бы отвез, да. Альберта немножко, как там его, вчера пивка попил. Поэтому придется мне... Уйди, Вот так вот делаешь и вперед. это тебе не Кия. Давай, двигай, а то папа гаймай. В лес? Это мой штурман занесет. А что, ағыз қысты қылмаған үшін? Батақты қылмаған бұл. Артияқтан түсірігін әлбі. Тапта бұрып қой. Бізді матыр түсір. Сейчас үндейін.
Можно не пристегиваться до школы? Миляша, учись пристегиваться. Азалия, пристегивайся. Азалия тоже пристегивайся, это мама едет. Это мама едет. Если Зубайда Галимовна спросит меня, почему ты опоздала? Я скажу, меня мама на тузике своем отвозила, простите, пожалуйста. Была Тарантуйка, сейчас уже тузик стоит. А чего машина такая холодная? Ну, сегодня машина тяжелая. Не сыпь, заведем. Правда, что ли? Зубайда Галимовна расскажет. Не! Поворотник надо выключить. Машин нет, Азалия, смотри, вот с той стороны. Нет, Точно? точно, клянусь. Вон школьный автобус, давай догоним туда. Пересядешь на школьный автобус, Азалия. Зубайда Галимовна спросит, а что ты это опоздала? Я скажу, а у меня мама 10 километров в час ехала. Должен опять скорость не набирать, то еще вермика можно. Втроем сели. Втроем сели, ничего уже громейно. Офигеть! Как на том скутере в Турции. Да-да. С такой же скоростью едет. О боже! Это ничего был громейкен, а оказывается мы втроем сели в эту машину, блин. А прикинь, если бы 5 месяцев назад я еще вот со своим весом согласила, вообще бы таталгами на ман понимаю. Нет. Спасибо. Ничего, попробуй колготки кидам был, ух ты, Азалия. А какие мне надо было идти? Теплые колготки надо. Офигеть. Один теплый колготки Мы- старших классов. Ты видела, чтобы кто-нибудь ходил в теплых колготках старших классов? Офигеть! Продаются очки в Магнит Косметикс. Представляете? Даже в Магнит Косметикс продают очки для чтения. Прикиньте. И я купила эти очки. Почему? Потому что, Достар, знаете что? У меня вот эти вот очки, которые я брала 3 года назад. Осталось бы сразу. Офигеть. 3 года назад, которые брала, они сейчас мне как там, плохо вижу я в них уже. Я даже не знаю, это какие у меня +1 или +2, вообще не знаю. И прикиньте, я захожу, значит, в Магнит Косметикс, представляете, вот, очки увидела среди косметики. Я вообще офигела, я даже не знала, что в Магнит Косметиксе продают очки для чтения. У меня вообще шок был. И знаете, он сколько стоит? Альберт, очки сколько стоили? Очки сколько стоили? 120 рублей. Представляете, 120 рублей. Из чего они сделаны за 120 рублей? Я ради прикола, короче, решила их купить, да, за 120 рублей. Что там 120 рублей, да? И попробовать в них поработать. Я же вообще не вижу ни сообщений, у меня все буквы расплываются. Когда монтаж делаю, я всегда вот в этих очках работаю, потому что я ничего не вижу. А для повседневной жизни у меня другие очки. И прикиньте, я попробовала, да, офигела просто. У меня так хорошо показывает все буквы, все прямо так хорошо, читается хорошо. Прикиньте, за 120 рублей. И теперь у меня вопрос. Вообще можно такие очки носить за 120 рублей и работать в них? Или нельзя этого делать? Потому что они нифига не... Это стекло, оказывается. Это какой-то пластик. Представляете, ма? Короче, продавщица сказала, что это какой-то медицинский пластик. И все люди, говорят, покупают, говорят, бабушки, дедушки, говорят, покупают, нормально, говорят. В них работают, говорят, постоянно, говорят, у нас берут. Я вообще обалдела. Вот, скажите мне, пожалуйста, как там, окулисты, или кто там, фармацевты, а нет, окулисты, можно ли за 120 рублей в очках работать? Не испортили я еще хуже свое зрение? Но за 120 рублей очки. Это вообще, да? Хатардо! Ну так хорошо они показывают, это просто обалдеть. Ну вот, короче, теперь у меня новые очки. Я какую ириску купила. И такая вкусная она. Я ее попробовала и сразу вспомнила вкус детства. Мы прямо в детстве вот эти ириски ели. Я сейчас не могу больше еще есть его, но он такой вкусный. Вот, смотрите, он вот так выглядит, коричневый, вот. Очень вкусный, вот так. Вообще вкуснятина. Прямо я его поела, да, и сразу вспомнила вкус детства. Ну, кажется, вот эта фирма очень вкусно делает. Какой-то бековский.
Тут 6-го этажа нет. Марьяна сказала мне 6-й этаж подняться. И смотрите, схема остановок лифтов. Прикиньте, чтобы на 6-й этаж попасть, мне надо пересесть на лифт номер 5. На 5-м этаже, по ходу дела. Вот смотрите, тут даже на кнопках нету 6-го этажа. Офигеть, да? Что за фигня? Зачем так все усложнять, блин? Я не могу понять, блин. Я уже, блин, на этом лифте 3 раза, блин, скатилась вверх-вниз. Кое-как нашла, вот только увидела эту схему. Представляете? Офигеть, да? Что за такое, блин? Зачем так усложнять? Какие-то переходы, блин, непонятные. Сейчас где вот на 5-м этаже переход какой-то? Где этот переход? Куда мне? Дальше куда? 5-й этаж, что дальше? Ой, бляха-муха. Я, блин, туда-сюда на лифте каталась, блин. Офигеть, блин. Я думаю, что за 6-й этаж, блин? Офигеть. Тут у вас что, кафе, что ли, есть? Это что такое? Это дом, кафе. что ли? Это дом и апартаменты. Ну, вообще-то здесь апартаменты, офисы. Вы не на тот лифт сели. Господи. А можно я это что-нибудь, этот кофе возьму быстренько? Марьяна. Дизайнер. Дизайнер по текстилю. Марьяна, еще раз напоминаю, я у нее заказала Достар шторы. Ой, я вот боюсь, у меня страх, вот понимаете, да, после того дизайнера у меня вообще страх. Я вот пришла даже специально к Марьяне, я говорю, давайте покажите вообще, что вы там начали делать. Даже в ее офис пришла, прикиньте, вот так вот выглядит офис дизайнера. Еще раз забыла. По текстилю. По текстилю, по шторам. Дизайнера по шторам, можно я так буду говорить? Да. Текстиль что-то мне плохо запоминается. Нифига себе! Это у вас что, образцы столько? У меня почти 10 тысяч образцов ткани. 10 тысяч? Офигеть! Прикиньте, Достар, 10 тысяч образцов! Представляете, вот так придешь, да, и вот если на свой вкус начнешь выбирать, да, думаешь, блин, какой же выбрать? Тут же вообще... Очень много разных тканей, разных цветов, разных фактур. Ну, вообще, мне никто сам ничего не выбирает. Я готовлю проект полностью сама. Да? А бывают такие, которые, нет, я сама, я дизайнерам не доверяю, допустим, как я. Нет, я доверилась Марьяне Достар на самом-то деле, потому что, блин, вот, смотрите, еще здесь. Офигеть. Есть книги с тканями, ну, то есть в каждой книге, то есть тут много всего, и каждая книга, она... Угу. А откуда ткани-то возите? Сейчас же, вот, допустим, я же шью костюмы всякие, да, и проблема ткани достать на самом-то деле. Фурнитуру достать тяжело. Да не знаю, как-то разные у нас. Есть европейские, турецкие, китайские. Кстати, ну... Проблем нет с доставкой? Нет, вообще нет никаких. У меня, Марьяна, до сих пор страх. Думаю, блин, надеюсь, все хорошо получится. У меня прямо действительно страх. И я это даже выкладывала с вами же сторисы. И потом люди начали писать, а вы... Думаете, на этот раз точно нормально все получится? Вы не пугайте. Я сама пересралась, блин. Они меня еще хуже, мои подписчики меня пугают, блин. Я сама боюсь, блин. Ну, почему-то я вот... Мы же с вами визуалку сделали. Да. Вот как на визуализации. Ну, видите, Марьяна, визуалка-то одно, да, а потом вот сами же, знаете, повесишь, да, и потом смотришь. Вот визуалка, она для, ну, и для вашего спокойствия, и для моего, потому что мы посмотрели, цвет мы выбрали такой яркий, яркий такой немножко цвет, экстремальный, ну, для вас. Экстрим цвет. Поэтому мы посмотрели, как он будет смотреться. Ага. И, кстати, вот я когда выложила, мне тоже написали, диван проявился, ну, то есть, и под ваш характер, вам что-то такое бледное не подходит. Да. А какой у меня характер, скажите, вот пожалуйста. такой вот взрывной. Да, поэтому у меня шторы будут взрывные. А где вы шьете? Я думаю, вы здесь еще. Ну, цех, он очень много места занимает, поэтому у меня цех оборудования на Степана Злобина. О, нифига Там у меня себе. швей, ну, каждый день работаю, да. И сколько у вас швей? А нельзя туда проехать, поснимать? Прикольно же. Можно проехать. Далеко это? На Степана Злобина. Это где? Далеко? Я вообще Уфу уже не знаю. Это Аркада. Рядом с Аркадой. Мне это тоже ничего не говорит. Я вообще же Уфу не знаю. Но отсюда 10 минут 20. Минут 7. Мы успеем. Ну, давайте. Блин, давай поехали. Это прикольно. Ага, все, хорошо. Марьяна отменила все планы свои. Она на выезд должна была на замеры выехать. Я говорю, а ну-ка покажите, где вообще мои шторы шьются. Да шучу я. Кстати, вот этот купончик я вам на шторы в гостевую поставила. Под ковер. Прикольно, да? Вы помните визуалку? Ну, я же ковер могу любой поставить, да. Ну,
Он у вас классный. Вот Нет, а вдруг я буду менять? У меня же это есть привычка менять ковры без конца. Ну, старые шторы не выкидывайте. Вот у вас старые шторы с цветами. Ну, ковер у вас крутой. Еще я сейчас сделаю под все ковры. Нет, будет классно смотреться вообще. Кстати, раз вы дизайнер, давайте мне еще посоветуйте на кухню какой-нибудь другой ковер мне. И в туалет посоветуйте. Дайте бесплатный совет. Или сделайте мне что там называется? Визуализацию. На кухню. Вы же все-таки творческий дизайнер человек. Я сама не смогу подобрать. Какой-нибудь мне подберите ковер, а? На кухню и в туалет. Про ковер мне надо подумать. Про шторы я сразу придумала. Про ковер мне надо посмотреть. Они же готовы. Кстати, у вас крутой ковер в туалете. Вообще прям взрыв эмоций. Но мне его жалко в туалете оставлять. А, жалко? Да. Поэтому, это же ручная работа. А так-то он вообще шикарный. Угу. Сейчас я быстренько перекушу. Простите, что я вас задержала. Блин, а что это такое? Такое классное. Вот это что такое? А, это вышивка. Это такая портьерная ткань. Блин. Вот у нее... А мне куда-нибудь не надо было, не нужно было присобачить такое? Пока нельзя было? Пока не туда, не нужно было вам туда. Блин, вот этот синий вообще балдежный, и этот тоже. Смотрите, достар. Офигеть, как красиво. Это что? Это на шторы такие? Это портьера, да? Это шторная ткань. Портьеры, это что такое? Ну, это плотная штора. Так Мне, красиво. Конечно, и здесь такая веточка, и на ней получается... А что, мне нельзя было что-нибудь так с этим сделать? Ну, нельзя все сразу сделать. Да? Сделаем. Давайте куда-нибудь мне тоже вот такую фигню сделайте. Фигню, блин, простите. Ну вот это вот вообще же круто, как красиво. Вот как ездят на замеры дизайнеры-шторники. Смотрите, чемодан, огромная сумка. Офигеть, а как по лестнице будете спускаться? А, еще таскаете с собой, да? О, не женщина, а этот, как там, мужик. Да мы все женщины, я и баба, и мужик. Все таскаем на себе. Мы поехали на производство, где шьются мои шторы. Это я уж напросилась к Марьяне. Я говорю, покажите ваше производство. Интересно же, а? Марьяна, конечно, не хотела. Она торопилась на замеры. Да, Марьяна? Ну, интересно же. Я быстро поснимать, да, и все. Пускай люди видят, что где шторы шьют. Знают, это же прикольно. А еще и лестницу с собой в машине таскает. Вот, смотрите. Ну, не всегда, но почти. Вы знаете, на кого похожи? Вы похожи на аристократку. Или женщину времен... Каких времен говорят? Ну вот, когда Пушкин жил. Это какие называются времена? Как называется? Серебряный век. Вот, вы похожи на женщину серебряного века. Такая интеллигентная, аристократичная, утонченная. И таскаете огромную лестницу и огромный чемодан с собой. Я на машине. Вообще на монтаже, ну, я езжу с помощниками, конечно. Да? Сейчас помощник есть? Ну, у меня вообще есть помощники, у меня есть швеи, у меня есть помощники, есть монтажники. Да, она вообще, блин, целое это швейное производство, оказывается, у Марьяны. Представляете, я даже не это... Там 1000 человек нет, у меня 2 очень крутые швеи. Ну, все равно, это же вообще такой показатель. Это круто. Здравствуйте. Извините, что я ворвалась к вам. Это мои самые бесценные швеи. Самые, ну, сейчас классные. швей-то найти очень тяжело же. А классные швеи еще сложнее. Да, а это точно. Здравствуйте, девчонки. Я пришла посмотреть. Вы точно мои шторы шьете? И как вы их шьете? Шучу, конечно же. Интересно так. Смотрите, она умеет что достать. Сколько там ткани валяется. Офигеть. Наверное, вообще легко шторы шить, да? Конечно. Да? Но надо по размерам, главное, правильно. Да? Очень тяжело. А я думала, что одежду шить сложнее, а шторы легко. Получается, не так, да? Оказывается, они тоже имеют изменяться Да? в процессе, да. Каждый есть свои изюминки. Сколько получает швей? Я всегда этот вопрос задаю. Всегда и всем. Коммерческая тайна. Больше 40. Вот. Марьяна запретила им говорить, но они сказали, больше 40 зарабатывают швеи, которые шьют шторы. Вот этот стол, конечно, офигеть. Ну, наверное, тут для штор такой стол и нужен, да, получается. Вот интересно. А вот здесь вот, смотрите, ткани лежат, доктор. Вот. Вы теперь видели все. Ткани везде. Утюг стоит.
Тут вот складское помещение, посмотрите. Офигеть. Изнанку показать. А что? Всю изнанку нельзя показать? Нет, ну просто Да? не эстетично. Да? Не эстетично. Да, Ну, блин. зато Зато правдоподобно, все правда. здесь ну, висит то, что мы Ага. отшиваем в процессе, отвесывает. Вот отсюда мы сразу возьмем. Ой, какой хорошенький. Штучки, пампушки. У вас, Так. у вас тут аналогичная ткань. Так только вообще вот здесь. прикольненько. То есть Красиво-то. вот здесь мы создаем что-нибудь. Ага. Вот это все мне Классно. нужно. Все мне Да. нужно. Ну, конечно, все нужно. Вот вы видели еще склад. Меня отругали, сказали, что вы показываете не эстетику, Достар. Так, а тут что? Сейчас рум-тур будем делать. Здесь кухня, Достар, видите? До свидания. Буду ждать свои шторы с нетерпением. Всего хорошего. Вот мы реально и разговариваем, она говорит, я даже не устаю на работе. Я, говорит, могу уйти в 10, в 11 вечера, говорит, с офиса, говорит, я не устаю, говорит, хоть она встает, кстати, в 6 утра, как я, прикиньте. И представляете, я говорю, а как так, почему не устаете? Потому что, говорит, я люблю свою работу. Вот, люди, которые любят свою работу, я уже который раз убеждаюсь, это самые счастливые люди. И люди, которые вот действительно вот не устают, работают от души, потому что любят свою работу. Это большое счастье иметь любимую работу, между прочим. Потому что 80% нашей жизни проходит на работе. Так же. Если так подумать, 20% всего мы семье уделяем, да? Это еще... Это еще надо столько собрать. Эй, что крупное? Представляете, Достар, вот это одного все с одного дерева. Это зимний сорт наших яблок. Прикиньте, никто уже не собирает яблоки, а мы вот у нас есть яблоки. Представляете? И они очень даже вкусные, Достар. Сочные. Это какой-то, прикиньте, зимний сорт какой-то. Представляете, ма? Сколько холода стояли, да? И ему ничего не было. Вообще, он не замерз. Как так? Не могу понять. Заморозки же были. Нет, что за сорт яблок? В прошлом году только эту яблоню посадила Диля. Очень странно. Альберт баяғынан бері әйдә сық. Ағасы тұқтаяқты. Мен немесе тірге өйдегі, ана бір қадың да, все. Потому что охота что-то копаться. Менің эшім көп монтаж, блин. А сенің эшің yok, конечно, сенге копаться охота, блин. Держи вот так. Соқыры бәлекейіне қадығанда держи вот так де. Диля неме дейді? Неме дейді? Диланы отыртырға ярамай, нелер, новастарына. Ай, Потому что задыхаются. Біз алабыз да мол айтып қалып отыртып қоямыз. Задыхаются же многие. Ладно, қадымағын атуына көтер. Айда, тақ. О, Ана тамыры сығып тұра. көрсін, кірпейті олшын бәзге. Ярай мұны. А? Әбе, Не неме тегі оға? тегер етті өтеді. Сен тегіз тұт? Қыш айды шүкілді оларды. Қыш айдайын сен қыш тұрғыз. Вот, молодец. Тапарға ярамай шүкілді. Әзген айтып қоямын. Екі туалеттің орын дұн. Үстіне сей отыртып қойғандық дей. Вот на этом месте у нас был туалет старый. Мы на его место посадили сие. И теперь кушаем очень вкусный. Они же потом тамары дура. Где какой-то... Мына бұраға туған, аны кесіп жатқан бағы. Кесіп шыннан. Тепля бит отыртағың, Альбия. Теплепті. Тепля отыртағың енді. Аны бар тұрғысы енді. Оля, мне кажется, усмелая. Зәке ағай көріп қалса несі кейін аның облепихан шарт шот отыртағың. Юрегі тоқтай аның білен. Зәке ағай очень сильно переживает за свои деревья. Он их любит, особенно облепиху. Он же собирает все это ягоды. Варенье делает он один. Представляете, ма? О, самый раз. Приживаться етті. Ана тамыры торчать сығып тұралағың, Альбия. Мен кірпейті олшында кереске. Ана жайды пен тәпілі беті отыртқан арқағында осы қарағаттар, наверное, не прижились. Да. Біз қарағатларына бар тираны тұрттық бөлі. Дирет неме дейді? Нұқ тираны тұртмаға сал. Бұл қарағаттарды біз отырттық, что ли? Мұнасан біз отырттық. Қалар отырттылар? Біз қарағат отыртманы, қалар Отырттық, бабайдан қойды. Әйме? Бір сөйіні тұрттың. Все. Бисмиллахиррахманиррахим, атырын айтып кетеді. Қалай тәмді есі сыға қарағаттың.
Блин, уриканы қадыға. Нифига себе. Еңгілгіне қадыған ұмақсың, Альберт. Потому что опыт, метод. Опыт? Блин, мен сенге қарап етін бұл еңгілгіне нетіп қадыла екен. Тебе кажется. Мен Альберттің қадығанын көрдім демедім. Еңгілгіне қадыла екен, мен де қадайым әлсем. Нифига, блин, тяжелая, оказывается, работа, блин, қадырға. Вот наши карагатики. Вот здесь у нас целый ряд карагатов. Почему-то вот эти не прижились у нас. Толком ягод не дали. О, Альберт, блин, вообще как профессиональный садовод. Махом падает, махом сажает. У него родители садоводы. Они все сажают. Они же бывшие фермеры. Капусту полями они сажали. Представляете? Целые полями, гектарами. У меня же свекр сажал капусту и продавал. Прикиньте. Вот он занимался капустой. Так что Альберт профессиональный сажатель. Капусту особенно он умеет сажать. А вот эта вот капуста почему тогда у нас такая страшная? Я не сажал, мы сажали. А? Я же не сажал. Ну надо было ухаживать за ней. Она тулу утра никому не нужна. Нет, когда сажаешь, надо корень отрывать. А что не отрывал? Надо было отрывать? Ничего не отрывать от меня. А? Забыл. Насчет того случая хочу рассказать. Вот это не единичный, кстати, случай про то, что женщины звонят в 5 утра Альберту. Почему они звонят Альберту? Да потому что его номер указан ВКонтакте там для связи, для людей, которые заказывают рекламу. И вот прикиньте, ему это не в первый раз вот так звонят. Звонят даже зная, что это Альберт. Ему вот специально даже некоторые женщины звонят. Бывает 3-2 часа ночи. Бывало, писали сообщения в WhatsApp, писали там типа: нафиг тебе эта дура нужна, зачем ты ее терпишь, она ненормальная, ты же нормальный мужик, что не мог найти себе бабу получше. Вот такие даже слова писали. Очень много чего, даже в Инстаграме там вообще капец. Знаете что? Я один раз даже заметила, это было 2 года назад, да. У Альберта был кризис среднего возраста. Вот язык мой, враг мой. Я сейчас, короче, опять лишнего наговорю. Ну, а что тут такого-то? Я думаю, это можно рассказывать? Господи, тут ничего секретного нету. Ну, короче, у него был кризис среднего возраста, да, 2 года назад. И я заметила, что он переписывался с некоторыми женщинами. И такая ему с юмором, шуткой такая начала его подкалывать. Что твои девочки там не пишут, что там? А его девочки какие-то хвалят и хвалят. Ему прямо в Инстаграм писали. Я это увидела, эту переписку случайно. Хвалят: ой, вы такой, Альберт, такой хороший, вы такой добрый, вы такой классный. И он вот им отвечал, он долгое время с ними переписывался, где-то с 2-3 с этими женщинами. Ну так вот. Ну вот я, короче, заметила это, да. Ну вот начала его подкалывать, и он потом перестал это делать. Я даже заметила после этого случая, он даже начал ПП, еду кушать, хлеб перестал есть. Сказал: мне надо срочно живот убирать, что-то такое. В парикмахерскую раньше я просила его идти, он не ходил, а тут сам начал бежать в парикмахерскую. Вот в это время у него вот такой вот период был. Вот так вот, мужчинам тоже нравятся комплименты, оказывается. Понимаете, да? Он прямо от других женщин. Я вот делаю комплименты, он мои комплименты не слышит. А вот других женщин комплименты его растрогали, и он сразу по-другому начал относиться к себе. Это правда. А мне вот мужики не звонят, прикиньте, я не знаю почему. Мне никогда никто не звонил там и не делал там недвусмысленные предложения. Ни разу не было. Один раз только случай был в Инстаграме. Пару случаев было. И все. А так вот, чтобы названивать мне, что-то там писать, комплименты. Никто никогда этого не делал. Можно так сказать. Ну вот в Инстаграме пару штук только. Так себе только было. И вот мне теперь удивительно это.
Почему это интересно? Я что, такая страшная, что ли? Я, значит, не привлекаю мужчин, прикиньте, да? Даже обидно, честно говоря. Упала хаем. Вот такие вот дела. Помните, я даже рассказывала историю, что в молодости за мной вообще, ну, мужики боялись со мной ухаживать. Почему-то не ухаживали за мной. Вот, это странно, да? Теперь вот я тоже задумываюсь. Это действительно странно же, блин. Почему? Что я прям такое отталкивающее, что ли, какая-то? Странно, очень странно. Я в прошлый раз, да, вот в сторисе даже снимала, рассуждала на эту тему. Ну да, я сейчас немножко, конечно, постарела. Морщин дофига. Но все равно могли же хоть кто-то мне комплимент написать. Итак, дорогие друзья, я буду снимать Вайн в новом образе, в моем. Я так и не назвала вот это блондинке, имя не дала. Эй, Анжелочка, Анжелочка, ёпрст-то, я же забыла подписчику отправить подарок. Сегодня же напишу ей. Мне понравилось имя Анжелочка. Это моя новая героиня. Ее будут звать теперь Анжелочка. Мне эта героиня больше нравится. Вот эта вот башкирская домохозяйка, которую я снимала вайны в халате, да, честно говоря, мне вообще капец поднадоел. Очень сильно надоел. А вот этот вот новый образ мне вообще очень нравится. Короче, я ищу хорошую локацию. Сейчас надо посмотреть, где снять. Вот в туалете будем снимать. Смотрите, у нас туалет развалился, друзья. Прикиньте, вот земля рухнула, и туалеттың эсінде полной воды. У нас вообще капец, что творится здесь. Если бы вы знали, в деревне, городские-то это не знают, вот дожди же не прекращаются, и прикиньте, да, у нас все шамбо полное. Ямы все полные, туалет вот этот полный, да. Дома, да, вообще ничего не смывается. Вот в туалет по-большому сходил, да, и какашка в унитазе плавает. Нифига не смывается, прикиньте. Вот в деревне вот это, конечно, проблема очень такая глобальная. Когда вот дожди идут, все, капец, блин. У всех в погребе, говорит, вода. У нас-то погреба нету. Прикиньте, в погребе вода. Картошка, говорит, плавает. Маринады плавают. Все овощи, говорит, плавают. Представляете, как жалко. Блин, скажите, пожалуйста, честно, вам нравится вот этот мой новый образ Анжелы? Или все-таки вот этот в старом халате башкирская домохозяйка больше нравилась? Голосуем, голосуем. Наконец-то я спать легла до старта. Чем старше становишься, да, тем тяжело переносишь недосып. Если ты не выспался, да, такое ощущение, как будто ты с похмелья. Сейчас я еще начала читать книгу. Это меня Азамат, короче, дал. Ругаться нельзя, мириться. Почему я ее читаю? Да потому что Достар, я со всеми ругаюсь. Я вообще очень конфликтный человек. Чуть что мне не нравится, да, я начинаю орать и высказываться. Вот, мне так не нравится, какого черта ты так поступил. Да! Вот надо иногда в каких-то местах промолчать, я это все прекрасно понимаю, да, но не могу себя переосилить, понимаете? У меня сразу взрыв какой-то внутри происходит. Пока я все, что у меня внутри кипит, вот это наружу не вылезет, не выложу все, что у меня в душе творится, да, мне тяжело.